Karachaganak Processing Complex, KPC, is a world-class oil and gas processing facility located in the resource-rich Karachaganak field in West Kazakhstan Oblast. As one of the most advanced facilities of its kind, KPC is defined by its advanced technological capabilities and the complexity of its operations. The ability to handle large volumes of oil and gas efficiently while maintaining high safety and environmental standards is what makes this unit so unique. The main functions of KPC are to process the entire oil production of the KPO, including what arrives from Unit 2 and Unit 3 from our wells. More than 33 kilotons per day during the winter season. After the treatment, we are able to export it through a pipeline of about 635 kilometers to Atirau. In addition, KPC handles the export of compressed gas to Oreburg and to reinjection process at Unit 2 and 5IC. The reinjection is essential for the efficiency of the field and the long-term sustainability of our production operations. The successful operation of KPC is made possible by a highly qualified and dedicated team of professionals. Each member plays a crucial role in ensuring safe and smooth production processing. Добрый день, меня зовут Хасанов Мирас. Я являюсь оператором газовой установки завода КПК. Я работаю здесь с 2018 года, то есть получается 6 лет. У нас рабочий день начинается с 7 утра до 7 вечера, но мы приезжаем чуть раньше, половину 7, скажем. Дальше идет процесс принятия или передачи смены, то есть объем выполненных работ за ночь. Мы должны знать, какие работы были выполнены, в случае чего. Это является непрерывным процессом, то есть операторы с утра и вечера передают смену, то есть отчет о выполненной работе. Дальше идет завтрак. После завтрака у нас есть обход, то есть обход и осмотр технологического оборудования. Он идет до обеда и после обеда. Но на некоторых установках, например, на компрессорах, идет 3 обхода. До обеда, в обед и после обеда. Там мы записываем параметры, необходимые давление, температура, расходы и так далее. В основном наши действия – это мониторинг или контроль. Мы смотрим за соблюдением непрерывного технологического процесса, чтобы он не прерывался, и ходим, смотрим различные утечки, разливы и так далее. Также в наш обход и осмотр входит заполнение режимных карт. Они бывают не всегда, то есть с определенной периодичностью. Режимные карты бывают на клапана. Мы должны смотреть, они в открытом положении или в закрытом положении. Есть режимные карты по огнетушителям, то есть мы просто смотрим наличие. Есть режимные карты по пару, мы просто тоже должны смотреть, работает пар, не работает пар и так далее. Также есть режимные карты ППК. Это пружинно-предохранительные клапана. Мы должны смотреть, какие в резерве, какие в работе. И, соответственно, заполняем эти режимные карты. Здравствуйте, меня зовут Василий Черных, я являюсь начальником химической лаборатории КПО. Химическая лаборатория занимается проведением аналитического контроля на месторождении. Мы анализируем экспортную нефть и от начала добычи до выпуска конечной продукции, все стадии жизненного цикла продукции, экспортный газ, экспортная нефть, в том числе занимаемся анализом дизельного топлива и все сопутствующие химии. Химическая лаборатория состоит из 5 секций. Основная секция – это углеводородная группа. Они занимаются анализом нефти, конденсата и всех углеводородных соединений. Потом группа по отбору проб. Они занимаются отбором проб на всех объектах. Группа контрольно-измерительных приборов, которая занимается ремонтом, техобслуживанием, калибровкой, поверкой всего аналитического оборудования химической лаборатории.
группа специальных испытаний. Они занимаются проведением специальных тестов, исследований новой химии и исследованием состава депозитов и отложений с месторождения. И пятое – это водная группа, которая занимается анализом водных проб со всего месторождения. На данный момент я выполняю анализ на общее содержание сульфидов и недессоциированного сероводорода. Это йодометрическое титрование. Наши сульфиды и сероводород, содержащие в пробе, реагируют с йодом, и мы оттитровываем избыток йода тиосульфатом натрия. Для анализа я добавляю 10 мл йода. К йоду мы добавляем нашу пробу. В зависимости от содержания сульфидов и сероводорода в пробе будет меняться окраска. Если у нас окраска йода обесцвечивается, значит содержание сероводорода в пробе большое количество. При добавлении пробы сульфиды и сероводород, содержащие в пробе, прореагировали с нашим йодом. Теперь мы избыток йода оттитровываем тиосульфатом натрия. Титруем до светло-соломенного цвета. Далее мы добавляем крахмал, чтобы визуально более точно определить точку эквивалентности. И оттитровываем до обесцвечивания. В данном анализе мы фиксируем объем тиосульфата, ушедший на титрование. The continuous and safe operation of production control systems, gas treatment units, compressors, and other critical equipment is ensured through the electronic control system, all of which are monitored and managed in the main control room. МСР – это Main Control Room, главная центральная операторная КПК, занимается контролем технологического процесса. От этого зависит безопасность завода, производство завода. Здесь следят за всеми параметрами. Пульт управления условно разделен на 5 частей. Это нефтяная часть завода, газовая часть завода, вспомогательная часть завода, часть, которая за безопасность завода отвечает. И пятая часть завода – это пульт управления компрессором обратной закачки в пласт 5-го компрессора, который запущен в этом году. В целом МСР работает круглосуточно. Здесь работают 4 смены. 12 часов отрабатывает, заступает другая смена. Через 2 недели, неделю в день, неделю в ночь одна смена. Через 2 недели меняются, другие 2 смены также. Процесс идет круглосуточно, без остановок. В целом по заводу, например, сказать, весь завод зависит от работников МСР, потому что в случае чего, если здесь кто-то подустанет или что-нибудь может отразиться, где-то ППК работает, загазованность произойти, утечка произойти, с этой стороны должны контролировать. Лично, по моему мнению, например, сотрудники нашего отдела самые первые должны обладать стрессоустойчивостью, обладать очень большим вниманием, чтобы они были сосредоточены. У них должно работать оба полушария. В том плане, это, например, если он разговаривает по телефону, он должен видеть, что происходит на мониторах, что говорят по рации, и какие звуковые и плюс световые сигналы к нему на панель приходят. Они должны не паниковать, потому что эта работа она связана со стрессом. Они должны обладать большим спокойствием и с рассудительным спокойствием принимать решения, потому что это может привести к негативным последствиям, если человек начнет паниковать. KPO, continuous development of the Karachaganak field via the Karachaganak expansion project. In July 2024, KEP-1A project safely achieved first gas reinjection. This significant milestone was reached with the successful operation of the 5th compressor at full discharge pressure, enabling gas from the Karachaganak Processing Complex, KPC, to be re-injected into the reservoir through the new KEP-1A gas re-injection system for the first time.
Cap1A is a project that has been sanctioned in 2020 with the target to extend the production plateau of our field, Karachaganak, by injecting gas into the reservoir and also debottlenecking the network of production. We started the project in the post-COVID period with the increased cost of the materials unexpected. And then in 2022, of course, the geopolitical situation of the area with the conflict that we know affect really sanctions, logistic. Despite this, we completed the project safely and with the target of local content above what was the commitment that KPO took at the beginning of the project. The project's extraordinary success is underscored by its local content performance, which stands at around 62%, significantly exceeding initial commitments. This achievement highlights KPO's commitment to supporting local communities and economies. The project has also created job opportunities for nearly 7,000 local people during the construction phase and will continue to provide further employment opportunities for the local community during the operation phase. KEP1 project is a gas re-injection project. The purpose of the project is to re-inject produced gas into the reservoir to maintain the reservoir pressure and extend the plateau of oil production. The project has two phases, KEP1A and KEP1B. KEP1A is currently operational and KEP1B is under construction. In terms of the construction workforce, there's around about a peak of about 1,200, so 1,200 people. And we've also got a project management team of around about 100 people. And there are also obviously many suppliers, subcontractors and such like working on the project. So it's a big project for Aksai and I think for Kazakhstan as well. Project's ahead of schedule at the moment and we expect to deliver the project early in the same way as we successfully delivered KEP1A. Yeah, I think we've got a unique team. I think one of the best things about the KEP1 team is it's like a family. Everybody works together, everybody looks after each other. People are motivated, they like to learn, they want to do the best for each other and for the project. So I really like working in a joint venture with many different nationalities, colleagues from many places around the world. I think the best thing about it is it brings lots of different ideas, different ways of working, different cultures, different things to celebrate, and I think it makes everybody stronger together. I think together we complement each other and make the whole company stronger. I really like working in Kazakhstan. I've been working in Kazakhstan a very long time, so I spent a very large proportion of my career working either directly in Kazakhstan or on Kazakhstan projects. I really like the country, I like the culture. It's an enjoyable, friendly place to work. Yeah. you.